Жизнь полна стрессов, но Бог говорит вам, что что-то стрессовое вот-вот покинет вашу жизнь и сменится благословением. Бог заверяет вас, что Он выполнит все обещания, которые Он дал вам. Библия предназначена не только для мотивации и милых цитат. Это преобразующее, разрушающее проклятие, освежающее душу, разрезающее плоть Слова Божье. Бог говорит вам сохранять спокойствие, потому что Он здесь, чтобы позаботиться о невозможных вещах. Он хочет, чтобы вы имели веру и оставались спокойными, подобно тому, как утихают ветры и бури, когда они слышат Его голос. Бог обещает успокоить бурные моря сомнений в вашем сердце. Он приглашает вас прийти к Нему, чтобы отдохнуть и избавиться от забот и страхов, которые отвлекают ваше внимание. Бог желает мира вашим дням и спокойствия вашим ночам. Вы наследник многих благословений, даже если иногда не осознаете их. Бог призывает вас не придавать излишнего значения страху перед событиями, которые, возможно, никогда не произойдут, или перед людьми, которые не смогут вам навредить. Он уверяет вас, что Он имеет окончательную власть над вашей судьбой. Даже если против вас восстанут тысячи противников, или вы столкнетесь с последствиями собственных ошибок, не стоит беспокоиться. Ты по-прежнему Его любимое дитя, и Он защитит тебя от вреда. Даже когда кажется, что мир вокруг вас рушится, а другие дрожат от страха, Бог призывает вас оставаться сильными и мужественными, потому что Он никогда не оставит вас. Это величайшее свидетельство Его любви к вам. Бог снимает тяжесть презрения, которая отличала вас от страданий, которые вы пережили от рук тех, кто обидел вас. Это гарантия того, что все, что вы пережили, не окажется напрасным. Теперь у вас есть сила, мудрость и зрелость, чтобы заботиться о тех, кого вы любите, и протягивать руку помощи другим, которые пострадали так же, как вы. Пришло время твоего освобождения. Вы готовы стать инструментом Божьей любви, неся Его свет тем, кто находится во тьме. Ваши враги осознают ваш потенциал и поэтому пытаются создать проблемы и украсть ваш покой. Но Бог обещает, что не позволит им украсть ваш сон или вашу веру. Он не позволит тревоге снова взять над тобой верх. Его любовь к вам безгранична, Его милость бесконечна, и Его Святой Дух защитит вас, даже если вы споткнетесь и упадете. Бог хочет, чтобы вы знали, что Его взгляд никогда не покидает вас. Если ты попадешь в сети врагов твоих, Он избавит тебя оттуда. Даже во времена, когда ваша вера колеблется, а ваше сердце затуманено негативом, Бог будет продолжать сражаться за вас. Он очистит вашу душу и наполнит вас Своим Словом. Вы никогда не будете отделены от Его любви, будь то меч или болезнь, нужда или опасность. Во всем этом вы уже более чем победитель. Вы отвернулись от зла, отдали свое сердце Богу, заявили о своей непоколебимой вере в Него как в своего Спасителя и Защитника и продемонстрировали непоколебимую преданность. Вы не похожи на тех, кто жалуется на Бога и отвергает Его, когда сталкивается с проблемами. Бог призывает вас держаться подальше от нечестивых и продолжать молиться за них. Он советует вам не поддаваться влиянию тех, кто ненавидит Его Слово, и идти вперед. Не оставайся там, где ты есть. Бог благословляет вас огромными возможностями и предоставляет вам стальную крепость, позволяющую уверенно и смело двигаться вперед перед лицом ваших врагов и испытаний. Ты вырос храбрым среди храбрых,
чемпионом среди чемпионов. Бог призывает вас каждое утро зажигать свою веру Его Словом и возлагать свою веру и просьбы к Его ногам. Помните, что для Него нет ничего невозможного, и у вас есть Его поддержка. Сохраняйте спокойствие и находите утешение в Его мире. Вы вступаете в сверхъестественную жизнь, и ваше место здесь, в присутствии Бога. Когда ваши колени коснутся земли, и вы молитесь с верой, благоговением и уважением, армии Божьи придут вам на помощь. Сегодня Бог повелевает вам успокоиться, позволить своему сердцу оставаться стойким и найти покой в Его любящих объятиях. Примите это, ибо Он решил благословить вас. Вы воззвали к Нему, и Он ответит. Ваша жизнь, несомненно, изменится. Он подарит тебе новое сердце, и те, кто знает тебя, будут изумлены. Вы получите неожиданную помощь из неожиданных источников, и Бог призывает вас быть глубоко благодарными. Перед вами откроется множество дверей благословений, и на вашем пути появятся бесчисленные возможности. Поверьте этим словам и поделитесь ими. Никогда не забывайте молиться, потому что говорить с Богом несложно. Просто закройте глаза и скажите: «Господь, Ты мне нужен», и Он будет рядом с тобой. Верьте, что Его присутствие никогда не покинет вас, пока вы не высмеете Его благодать или не откажетесь от благословений, которые Он дает. Он всегда будет с вами, потому что ваша вера и отношения нравятся Ему. В эти моменты великого смятения Бог советует вам не открывать свою душу ложным доктринам, не допускать ненависти в своем сердце и не присоединяться к нечестивцам, злословя тех, кто не причинил вам никакого вреда. Он предупреждает не верить необоснованным слухам и клевете. И если кто-то говорит плохо о другом, не верьте ему легко. Не попадайтесь в ловушки врага. Мои глаза ищут искренние, верные и верное сердца, которые любят меня и боятся последствий нарушения моих законов. Я учу вас укреплять других, возвышать свою семью и делиться этими мощными, божественными словами. Не участвуйте в грехах других. Я еще раз умоляю вас, если вам трудно понять мои слова из-за вашего беспокойства, пожалуйста, найдите время и выслушайте их еще раз, слушайте все мои сообщения. Я желаю, чтобы ваше сердце поняло этот знак, который я посылал вам бесчисленное количество раз. Ты просил у меня мира и спокойствия, и я дарую тебе это. Но также храни мои слова в своем сердце и помни их, когда враг, как рыкающий лев, попытается сожрать тебя и посмеяться над твоей верой. Мой голос говорит с тобой, и твой дух принимает его, как светильник у твоих ног. Слово мое — свет на пути твоем, и заповеди мои слаще меда. Они дадут вам силу и смелость выстоять и одержать победу в любой ситуации, с которой вы столкнетесь. Ни один враг не причинит тебе вреда, если ты будешь оставаться бдительным с этими словами на устах и в уме днем и ночью. Вам не нужно бояться. Я предупрежу тебя о надвигающейся опасности, и когда нечестивцы выступят против тебя, не бойся, ибо я дам тебе силу. Если произнести эти слова с верой, все злые силы убегут. Ваш дом будет свободен от бедности, нужды и болезней, и никто не сможет противостоять вам. Это потому, что мое слово посеяно в вашем доме и служит защитой вашей семьи. Я хочу видеть твое сердце пылающим, твои глаза широко открытыми и твой разум полностью пробужденным. Будьте готовы принять множество благословений и идей, которые появятся на вашем пути.
Пришло время вам победить и пожинать плоды своих жертв и усилий. Все, что вы пережили, пойдет вам на пользу. Ваш дом и семья станут свидетелями великих чудес, и вы станете маяком надежды для окружающих. Никогда не сомневайся, что моя любовь и руководство всегда будут с тобой. Теперь давайте помолимся, дорогой Господь. Когда я лежу в постели, мое сердце наполняется надеждой на обещание нового дня. Я нахожу свою силу и поддержку только в Тебе, поскольку в мире, полном испытаний, я предпочитаю непоколебимо доверять Твоему божественному руководству. Провозглашаю Царство Божие и власть Господа над домом моим и всем, что в нем. Я твердо верю, что ни одно оружие, созданное против меня в моем доме, не будет иметь успеха. Господь, я смиренно прошу Тебя сохранить меня в безопасности и защитить от всего, что угрожает нарушить мое душевное спокойствие. Защити меня от любого источника беспорядков, который может попытаться подорвать мое доверие к Тебе. Я вечно благодарен Господу за то, что Ты стал моим прибежищем и силой. Меня утешает ваше обещание, что именно ваш мир будет охранять и защищать мое сердце и разум во Христе. Молясь обо всем, что меня касается, я прошу, чтобы ваши благословения включали и мою жизнь. Я твердо придерживаюсь ваших обещаний мира. Его слово гласит в Псалме 29:11: «Господь даст силу народу своему, Господь благословит свой народ миром». Сегодня я благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне благословение мира. Отец, я молюсь, чтобы Ты сохранил меня в Своем тайном месте, освободив меня от жизненных ловушек и защитив от опасностей и вреда. Господь, я молюсь о Твоем руководстве, чтобы проблемы этого мира не влияли на меня негативно и не заставляли меня терять внутренний покой. Я вверяю все свои битвы Тебе, Господи. Готовясь ко сну, ища Твоего мира, который наполнит и защитит мое сердце от ночных тревог, я узнаю в Тебе чудесного советчика, могучего Бога, вечного Отца и Князя мира. Слова не могут адекватно описать Его доброту и величие. Спасибо, что раскрыли глубину Своей любви ко мне. Пусть размышления моего сердца будут приятны вам сегодня вечером. Я благодарен за чудесный план, который у Тебя есть для моей жизни. Помоги мне больше любить и подчиняться Тебе. Сегодня вечером я полностью отдаюсь Тебе и предпочитаю отдохнуть в тепле Твоих объятий, зная, что Ты всегда рядом, когда мне это нужно. Во имя Иисуса я верю и молюсь. Аминь. Божье послание вам сегодня: не слушайте советов и жалоб тех, кто не думает о ваших интересах. Те, кто добровольно идут к бездне, не могут направить ее. Я здесь с тобой, чтобы помочь тебе во всем, но поставь меня на первое место в своей жизни. Я не только помогу тебе, но и обильно благословлю тебя благословениями, которые дороже золота. Даже если ты чувствуешь себя подавленным и слабым, я оживлю твою волю к жизни и укреплю тебя. Я подниму вас из пепла, и окружающие вас, а также будущие поколения будут свидетельствовать о величине благословений, которые я даровал вам. Я изменю твои обстоятельства, украшу тебя честью и открою перед тобой путь. Твой дом наполнится моей славой. Верьте моим обещаниям, ибо так и будет. Я люблю тебя, мой сын, моя дочь, и я очень хочу войти в твой дом. И сотворите великое чудо в своей жизни. Я у двери стучу.
Позвольте мне войти и внести в вашу жизнь что-то новое, чудесное, мощное и потустороннее. Я наблюдал за вашей ситуацией и никогда не позволю дефициту войти в ваш дом. Я осыпаю вашу семью дождем благословений, потому что вы были верны мне на протяжении многих лет. Ты молился, постился, плакал и всегда ставил меня на первое место во всех своих действиях и мыслях. Приближается время пожинать плоды всего, что вы посеяли. Я наполню ваш дом изобилием, счастьем, духом и здоровьем. Поверьте моему слову, все, что обещал, я выполню. Подготовьтесь к значительным переменам и не цепляйтесь за свой прошлый образ жизни, отмеченный беспокойством и унынием. С моими благословениями также придет мудрость, сила и способность принимать мудрые решения. Берегите то, что я даю, ибо то, что вы получите, умножится в ваших руках и станет благословением для других. Будьте благодарны и верьте, что я меняю вашу жизнь и готовлю вас к бесчисленным возможностям, которые ждут вас впереди. Вы долгое время сеяли семена веры в свое сердце, даже когда сталкивались с большими трудностями и сложными испытаниями. Ты никогда не сомневался в моей силе, и эта непоколебимая вера помогла тебе. Вот почему на вас излилась моя милость и милость. Теперь своей могучей рукой я заставлю эти семена прорасти и принести обильные плоды в вашей жизни и жизни тех, кто вас окружает. То, что я приготовил для вашего дома, бесконечно больше, чем, по вашему мнению, вы заслуживаете. Верьте в лучшее, и еще больше произойдет на вашем пути. Ваша вера драгоценна, и ваше смиренное отношение приведет вас далеко. Готовьтесь, ведь я открою новые двери и отведу вас в новое место. Изобилие хлынет в ваш дом. Я люблю тебя, моя дочь, мой сын. Ни одна проблема не является непреодолимой, пока вы твердо верите в то, что ваше будущее в моих руках. Ваше обеспечение будет исходить от меня, а не от людей, вашей работы или удачи. Ты должен прийти ко мне, когда тебе что-то понадобится. Хотя ваша провизия и прибыла, вы не должны сидеть и ждать ее. Вы можете с верой ездить и идти туда, куда вам нужно, даже когда мир вокруг вас трясется. Ваша сила исходит от меня, и я единственный во Вселенной, кто может поддержать вас, укрепить вас, расширить ваше видение и принести вам счастье. Когда ты почувствуешь, что твоя вера ослабевает, вспомни времена в прошлом, когда ты призывал меня в моменты отчаяния и верил в мою любовь и присутствие. Я никогда не покидал тебя, так что возложи свое бремя в мои руки и найди мир и покой для своей души. Сегодня я наполняю ваше сердце ободрением, давая вам возможность идти туда, куда вам нужно, разговаривать с кем угодно и бороться за то, что по праву принадлежит вам. Я буду с тобой, и твои мечты сбудутся. Со мной у тебя есть все, что тебе нужно, ибо я твой всемогущий Бог. Вы позвонили мне, и я здесь, чтобы принести вам утешение и ответы, которых вы так долго ждали. Ваше доверие ко мне, ваши молитвы и ваше смиренное положение радуют меня. Я вижу твою непоколебимую веру и твое знание того, что я люблю тебя. Ваша верность достойна похвалы, и я дарую вам мудрость и способность распознавать атаки врага до того, как они придут. Имейте веру, выходите наружу, ищите благословений, которые я приготовил для вас, и будьте готовы изменить жизнь других людей. Я кладу в ваше сердце имена людей, с которыми вам нужно связаться,
даже если вы давно не видели их и не разговаривали с ними. Я посылаю тебя, чтобы ты был для них благословением, и они тоже будут ответом на твои молитвы. Мои благословения предназначены для всех, кто верит в меня и ищет меня с искренним сердцем. Я открываю огромную дверь в вашу жизнь, и вы должны оставаться смиренными, чтобы гордость не повлияла на вас в будущем. Откройте свою Библию, погрузитесь в мое святое Слово и укрепите свою веру. Доверься моим обещаниям и сохрани их в своей душе. Ваши молитвы, возносимые на коленях, имеют огромную силу. Продолжайте молиться, мои возлюбленные, ибо, когда вы преклоняете колени для молитвы, вы касаетесь не только земли, но и неба. Моя рука погладит твою голову, и все небеса скажут «Аминь» на твои искренние молитвы. Теперь смело иди вперед, потому что мои ангелы с тобой, моя любовь окружает тебя, и я всегда рядом с тобой. Я тебя люблю. Аминь. Теперь давайте углубимся в нашу молитву. Небесный Отец, я смиренно прихожу к Тебе, благодарный за драгоценный дар жизни и бесчисленные благословения, которые Ты даруешь мне каждый день. Я обращаюсь к Тебе сегодня, ища Твоей божественной защиты, потому что в Тебе и только в Тебе я нахожу свое прибежище и безопасность. Я ставлю свои шаги перед Тобой, Господи, и прошу Тебя каждый день вести их в правильном направлении. Сохрани меня от сетей нечестивых и озари мой путь своим лучезарным светом. Я верю в Твою неизменную любовь и непоколебимую верность, которые окружают меня изо дня в день. Я искренне молюсь, чтобы Вы послали своих святых ангелов присматривать за мной и обеспечивать мою безопасность, пока я отправляюсь в этот мир. Поскольку я стою на основании Твоего слова, которое обещает, что ни одно оружие, созданное против меня, не будет успешным, я умоляю Тебя разместить вокруг меня своих ангелов в качестве защитного щита. Пусть Твои мощные крылья защитят меня от злобы тех, кто стремится причинить мне вред. Во времена испытаний и невзгод даруй мне смелость и стойкость, ибо Ты даровал мне дух силы, любви и здравый разум. Защищай мое сердце и мой разум в начале каждого дня, чтобы я не боялся зла. Отец, я приглашаю Твое святое присутствие наполнить меня, принося мне глубокий покой и уверенность в Твоей защите. Даруй мне силы и крепкое здоровье, необходимые для выполнения Твоего божественного предназначения в моей жизни. Пусть никакие препятствия не помешают Твоим планам для меня, и пусть Твоя защита будет щитом от тех, кто превращает добро во зло и зло в добро. Пусть я спокойно покоюсь под тенью Твоих крыльев, чувствуя себя в безопасности, скрытым и защищенным в Твоих божественных объятиях. Во имя Твое святое я молюсь. Аминь. Божье послание на сегодняшний вечер. Я сильно коснусь вашего сердца, чтобы с этого момента каждый день вы чувствовали глубокую потребность приходить и разговаривать со мной, проводить время в моем присутствии. Сделав это, вы получите мою чудесную благодать, и я желаю, чтобы ваши отношения со мной окрепли, стали необыкновенно прекрасными. Пусть ваш дух не колеблется, пусть вы почувствуете в своей душе всепоглощающее чувство красоты, потусторонние переживания и вновь обретенные эмоции. Я наполню ваш дух настолько мощными благословениями, что вы и ваша семья будете смотреть на меня с любовью и преданностью. Я уберу все конфликты из вашего дома и подарю вам новую жизнь. Эти чудеса вот-вот произойдут в вашей жизни и жизни вашей семьи. Просто поверьте, что я могу сделать это,
даже когда вы сталкиваетесь с израненной душой, разочарованием и неопределенным будущим. Доверьтесь моим обещаниям, ибо время, которого вы ждали, приближается. Теперь вы должны быть готовы ценить и максимально использовать это время, следя за тем, чтобы счастье не ускользнуло. Развивайте характер и мудрость, защищая себя от любых воров-мошенников, которые могут попытаться украсть дар, который я приношу. Это решающий этап в вашей жизни, так что следите за обновлениями. Я хочу благословить вас обильно, без какой-либо печали и напряжения, только радость, благословение, мир и спокойствие. Я понимаю, что, возможно, были времена, когда ты сомневался в моем существовании и глубине моей любви к тебе. Однако хочу вас заверить, что вы почувствуете это сердцем и увидите своими глазами. Мои обещания тебе сбудутся, и все, что я тебе говорю, действительно произойдет. Все, что я прошу, это отдать мне свое сердце и следовать моим путем. Ваше благословение ждет вас, прямо здесь, в ваших глазах. Я превращу твою печаль в силу, твои слезы в радость, а твою боль в здоровье и счастье. Если вы больше не хотите жить под бременем разочарования и депрессии, поверьте словам, которые я говорю вам сегодня. Повинуйся мне, наполнись моей силой и мощью. Рассветите духовные доспехи, которые я предлагаю, и вы преодолеете эту сверхъестественную битву, в которой сражаетесь за свою жизнь. Цель врага – забрать тебя у меня навечно, но я знаю, что его желание – упорствовать и двигаться вперед. Я обещаю не бросить тебя. Сражайся, возьми меч и держи свое слово. Ваша битва не против земных врагов, это вызов из духовной сферы. Когда нападут эти силы зла, преклоните колени с упорством, взывайте ко мне, и я отвечу. Я вооружу вас оружием победы и открою вам чудесные вещи. Вы так близки к достижению цели, к которой стремились, мечты, ради которой проливали слезы. Освободи свой разум от печали силой моего слова и изгони всякое уныние и мысли о поражении. Победа прямо перед тобой, всего лишь еще один шаг веры. Если ты чувствуешь, что больше не можешь продолжать, помоги мне, и я помогу тебе. Облекитесь в мою истину, праведность и обувь, чтобы идти по пути моего благословения. Защитите свои мысли и свое сердце щитом веры, отвергая попытки врага смутить ваш разум. Постоянно молитесь за себя, свою семью, своих друзей и всех остальных. Ваши молитвы необходимы для вступления в эту новую фазу. Моя благодать и мир будут с тобой. Никогда не забывай, что я люблю тебя. Аминь. Теперь давайте объединим наше сердце в молитве. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе с сердцами, полными благодарности за драгоценный дар жизни и за все, что Ты даруешь нам каждый день. Мы смиренно просим Вас убрать наши страхи и даровать нам мир, превосходящий всякое человеческое понимание. Мы просим Вашей божественной защиты, убежища от тех, кто замышляет заговор против справедливости и искажает истину, чтобы служить своим злым намерениям. Ты наша крепость, сильная в защите и нежная в благодати. Облеки нас своей силой, чтобы мы могли стойко противостоять проискам дьявола. Даруй нам силу опрокинуть всякое воображение и мысль, которую враг использует, чтобы возвыситься против Тебя. В мире, где бродит зло, мы молим силу Твоего имени и Твоей драгоценной крови защитить нас.
Мы признаем, что наша битва ведется не просто против плоти и крови, но против правителей, сил и сил тьмы. Мы искренне молимся о защите наших семей и детей, просим вас держаться подальше от них и помочь им поверить в вас как в свое убежище и силу. Мы также ищем вашего руководства, чтобы защитить наш разум, признавая, что плотский разум часто испорчен злом. Измените наше мышление и сосредоточьтесь исключительно на вас. Давайте не будем соответствовать стандартам этого мира, но давайте обновимся через его божественное влияние, чтобы мы могли понять и исполнить его добрую, приемлемую и совершенную волю. Святой Дух, мы призываем Твое присутствие всегда окружать нас, чтобы мы могли обитать под кровом Всевышнего и обретать покой под сенью Всемогущего. Пусть мы будем близко знакомы с присутствием Бога. Завершая эту молитву, мы благодарим за двойную защиту, которую нам предстоит испытывать каждый день нашей жизни. Мы искренне благодарны вам за заботливую заботу о нас. Аминь. Иисус говорит вам сегодня: поймите цель, которую я имею для каждого из вас. Я говорю всем: проявите уважение ко всем, от детей до взрослых, от молодых до пожилых людей. Не называйте то, что я очистил, нечистым. Отпусти воспоминания о прошлом, потому что я всех простил. Поддерживайте тех, кого вы любите, помогайте им расти, а в ответ я обильно благословлю вас. Я хочу, чтобы эти благословения текли через ваше сердце, как реки живой воды, касаясь каждого, кого вы встретите на своем пути, принося чудеса и исцеления. Пусть они увидят надежду в Твоей улыбке, и пусть те, кто не последует за мной, поймут мою реальность и истину. Так же, как я проявил милость к вам, я продлю ее на всех, кто отвернется от зла и приведет искреннее сердце в мое присутствие. Сегодня я осыпаю вас узами любви, разгоняя темные тучи отчаяния и покрывая вас тенью моей благодати. Выйдите на улицу, посмотрите на небо, поднимите руки и объявите миру, что я ваш пастырь и кормилец. Заявите о своем непоколебимом доверии ко мне и о своем намерении верно следовать этим словам до конца. Сделайте это сейчас и примите это исцеляющее помазание. Почувствуйте силу, которую я даю, и не бойтесь и не колеблетесь. Продолжайте двигаться вперед, делясь этим посланием и выражая в своем сердце благодарность за благословения, которые я дарую вам. Я заметил, что ты не можешь спать, и услышал мысли, проносившиеся у тебя в голове. Позвольте мне заверить вас, что вам не нужно зацикливаться на этих страхах. Я убираю скрытые страхи твоего прошлого и бремя твоих грехов. Сегодня оставшиеся раны зажили навсегда, а цепи, когда-то связывавшие его, разорваны. Вы можете смотреть в будущее с верой, потому что я с вами каждый день до конца. Примите мою любовь, ибо она глубока и бесконечна, проявленная через мою жертву на кресте и мое воскресение, чтобы даровать вам вечную жизнь. Доверьтесь моим обещаниям, и я всегда наставлю вас на правильный путь, закрывая двери, ведущие к ошибкам. Придите ко мне с непоколебимой верой в мои обещания, и вы получите мою благодать. Никогда не чувствуйте себя одиноким или растерянным, я на расстоянии одной молитвы. Научитесь с уверенностью ждать прекрасных вещей, о которых вы просите, но еще не получили. Будьте уверены, что благословения, которых вы так жаждете, уже в пути. Прими слово мое в свою душу и поверь. Воззовите ко мне искренне, и я отвечу. Я сделаю твой дух сильным,
непоколебимым ветрами жизни. Вы больше не будете дрожать от страха, столкнувшись с ложью, фейковыми новостями, оскорблениями или угрозами. Верьте, что вы сильные, а не слабые, и преодолеете тюрьмы, созданные вашими врагами. Освободите себя от вины за грехи, которые вы уже простили, очистите свой разум от ненужных конфликтов и откажитесь затаивать обиду. Простите тех, кто причинил вам боль, и оставьте эти воспоминания позади. Прошлое не должно возвращаться, ваше будущее в моих руках, и я позабочусь о том, чтобы ваша цель была достигнута. Я совершу в твоей жизни чудесные подвиги, которые могут показаться невозможными. Я подарю здоровье, обеспечение, свободу и процветание тем, кого вы любите, и ваш дом будет защищен моей могущественной милостью. Ваша вера в меня – ключ к открытию этих благословений. Примите эти слова для душевного спокойствия. Защитите себя щитом от зла и поделитесь этим посланием со своей семьей. Пусть они также получат мои обещанные благословения, и пусть их сердца будут тронуты благодатью, которая окружает их миром день за днем. Я хочу, чтобы вы поверили мне, прекрасным намерениям и благословениям, которые я приготовил для вас и вашей семьи. Я ваш всемогущий Бог, и сегодня я говорю с вами. Моя любовь нежна, терпелива и долговечна. Не преследует собственных интересов, он не злится и не держит обид. Он радуется истине и никогда не перестанет быть таковым. Эта любовь является венцом сверхъестественных благословений, которые уже принадлежат вам, любви, надежды и веры. Но величайшая из них – любовь, и она будет твоей навсегда. С моей любовью ты каждое утро просыпаешься с мужеством и верой, и это меня радует. Не сдавайтесь перед лицом проблем, ты выносливый и сильный, как и я. Ваше сердце желает творить добро, помогать и служить. Вы желаете сохранить свою семью целостной и гармоничной и получать мои благословения каждый день. Я очень тобой восхищаюсь. Вы выдержали встречные ветры, не отвечая ненавистью или обидой на ложных друзей, которые причинили вам боль или украли у вас. Они никогда не смогут отнять ваше самое важное достояние, вашу веру, преданность делу и готовность следовать моей воле, несмотря ни на что. Ты мой возлюбленный сын, и нет никаких сомнений в слове, которое я посеял в тебе, которое принесло много плодов и будет продолжать приносить тебе обильные благословения. Бог говорит с вами сегодня, уверяя вас, что Он готов поднять вас из безвестности в выдающееся положение. Ваш упорный труд, непоколебимая вера и преданность почитанию Его не остались незамеченными. Приготовьтесь, ведь вот-вот поднимется занавес, и Он откроет миру, кто вы есть на самом деле. Вы собираетесь выйти на новый уровень признания, новый уровень влияния и новый уровень изобилия. Он поддержит вас, и люди станут свидетелями величия, которое Он вложил в вас. Давайте теперь войдем в этот момент искренней молитвы. Милостивый Отец, мы превозносим Твое святое имя, признавая Тебя полновластным Царем и подателем жизни и спасения. Мы приходим к Вам со смиренными сердцами в поисках Вашей божественной исцеляющей силы. В своем почтении мы склоняемся перед Его Величеством, прося Его силы и исцеления в нашей жизни. Выражаем благодарность за Ваш драгоценный дар нам в виде Вашего Сына Иисуса Христа, божественная кровь которого очищает нас от беззаконий и болезней. Именно через Его кровь мы находим исцеление,
потому что Его ранами мы исцеляемся. Мы смиренно просим Тебя восстановить наши силы и срастить наши сломанные кости, убрав все следы боли из нашего тела. Пусть наше тело восстановит свое нормальное, здоровое функционирование как внутри, так и снаружи. Мы молимся о том, чтобы нас окутала Ваша бесконечная любовь. Мы нашли убежище в вечном прибежище Ваших крыльев, где нас защищают, лелеют и исцеляют. Твоя исцеляющая сила, а Господь, течет через все наше существо. Как Создатель всего сущего, большого и малого, замысловатой красоты и жизни, Вы обладаете властью и силой замедлять рост опухолей, искоренять раковые клетки и восстанавливать здоровье каждой замечательной части нашего человеческого тела. Мы обращаемся к Вам с просьбой остановить вторжение боли в наше тело, даровав нам облегчение и покой. Мы передаем Вам воспоминания, которые преследуют нас, тревоги, которые нас сбивают с толку, и отчаяние, возникающее из-за нашей неспособности ясно мыслить. Даруй нам благодать найти прощение в наших воспоминаниях и обрести покой, который только Ты можешь обеспечить в наши трудные минуты. А Господь, коснись нас своим исцеляющим светом, и пусть наша вера останется в Тебе непоколебимой. Его ранами мы исцеляемся, и именно Его дар поддерживает нас бесконечной радостью. Дай нам силы двигаться вперед по пути, который Ты для нас проложил, наполняя нас целительной силой Твоего Духа. Изгоните из нас все, что не должно существовать, и позвольте теплу Вашего исцеления пройти через наше тело, возвращая их в предназначенное состояние. Возлюбленный Господь, только Ты знаешь нашу полную историю, понимая наши раны и наши печали, даже те, которые мы причиняем себе. Мы молим Твоей помощи, Господи, открыться Тебе, обнажить наши самые глубокие раны и позволить Твоему исцеляющему прикосновению исцелить нас. Давайте доверим Христу Иисусу позаботиться о наших самых глубоких ранах, тех, которые мы сейчас вверяем Его любящей заботе. Погрузи нас в свою безграничную милость и излей свой Святой Дух, чтобы очистить и исцелить нас. Нет другого пути, нет другой надежды, кроме как на Тебя, того, кто сможет обновить эту уставшую душу. Даруй нам силу и готовность служить Тебе всем своим существом до конца наших дней. Во имя Твое молимся. Аминь. Бог сказал: «Вы просыпаетесь на заре нового дня, как вы это делали бесчисленное количество раз прежде, и снова сталкиваетесь с бесчисленными ситуациями, которые жизнь вплела в ваше существование. Ваше сердце, утомленный путник в этом путешествии, молча спросили, как долго вам придется нести это бремя. На это я отвечаю непоколебимой любовью и состраданием. Я обязуюсь нести бремя, которое отягощает вас, чтобы вы могли снова насладиться радостями жизни. Я умоляю вас сегодня уделить часть своего драгоценного времени спокойно посидеть и в священной тишине развернуть страницы своей Библии. Пересмотрите стихи, которые когда-то разжигали пыл в вашей душе, вспоминая те дни, когда вы лелеяли безграничные мечты и источали чистое счастье. Те времена были чистыми, не так ли? Мы согласны, но я обещаю новое чудо, лучшие дни ждут вашу жизнь, свободную от непрекращающейся борьбы и боли. Ваше тело не будет отягощено болью и болезнями. Домашние раздоры уступят место миру, настоящие друзья вернутся, а ложные товарищи исчезнут в безвестности. Я предпринимаю эту трансформацию ради вашего высшего блага, гарантируя, что вы будете защищены от токсичных слов, которые когда-то причинили вам боль.
Рядом с вами я соберу преданные и любящие души, чтобы окружить вас. Обновленное рвение к жизни наполнит само ваше существо, вновь разжигая мечты и позволяя следовать моей божественной цели и плану. Я доверю тебе тайну, ведь у меня тоже есть желания и мечты. Главное из них – стать свидетелем своей вечной радости, лишенной боли и печали. Поэтому я умоляю вас дистанцироваться от людей, мест и обстоятельств, которые когда-то причинили глубокий вред. Если вы стремитесь отпустить непрекращающуюся борьбу и страдания, необходимо обязательно сбросить оковы прошлого и посмотреть в будущее, наполненное добром и процветанием. Я разрываю узы, связывающие вас с бременем истории, призываю вас решительно смотреть вперед, ибо ваши грехи отправлены в морские глубины, языки, причиняющие вам боль, замолкают, и вы больше не попадаете в сети тех, кто плохо с тобой обращались. Знай это, я всегда буду с тобой и буду направлять твои важные решения. Вы никогда не будете одиноки, потому что я предоставлю все, что вам нужно. Помни свою веру в меня, свою непоколебимую нацеленность на будущее. Это образ, который я жажду увидеть, это путь, которым я благословлю вас, отвечая на тот же вопрос, который вы мне задали. Теперь давайте внесем ясность и поговорим честно, как это делают дорогие друзья. Верьте, искренне верьте, что вас знают и понимают. Пойми, что я тоже хочу проводить с тобой больше времени. Отвергните мысль о том, что я исчезаю, когда отвлекающие факторы поглощают ваши мысли, потому что я всегда рядом с вами. Вы знаете, как связаться со мной. В моем присутствии нет места стыду, поскольку я знаком со сложностями вашей жизни. Если ты попытаешься спрятаться, знай, что я буду настойчиво искать тебя. Моя любовь будет следить за тобой, где бы ты ни был. Я полон решимости и решаю, чтобы вы начали свои дни без печали, свободными от уз одиночества. Сосредоточьтесь на моей безграничной любви к вам и не слушайте мнения, действия или слова других. Иногда необходимо отступить от шума и выделить достаточно времени, чтобы связаться со мной. Я тот, кто скучает по тебе, и я буду настойчиво стучать в дверь твоего сердца. Слушайте внимательно, потому что вы узнаете мой голос, и слезы могут навернуться на ваши глаза, когда вы услышите мой нежный зов. Проведите это драгоценное время со мной, потому что с течением времени вы будете наблюдать, как невзгоды в вашей жизни уменьшаются, сменяясь трансформациями как в вас, так и в вашей семье. Тревога и отчаяние уйдут через эту открытую дверь, а мой дух войдет, чтобы наполнить вас безграничной радостью. Мой любимый сын, теперь ты понимаешь, ты чувствуешь всю глубину моей любви к тебе. Излагайте свои просьбы, говорите с непоколебимой верой и уверенностью, предлагайте мне свои молитвы. Моя привязанность к тебе не имеет границ, позволь мне излить ее на тебя. Аминь. Бог преобразует вашу историю в историю счастья, исцеления и финансового изобилия. Чтобы подтвердить это, напишите «да» в комментариях. Евреям 10 часов 36 минут напоминает нам о необходимости упорства, чтобы мы могли получить то, что обещал Бог. Аминь. Бог сильно изменил мою жизнь, и я глубоко Ему благодарен. Божественный план Бога стоит того, чтобы Его ждать, и Его время всегда идеально. Я доверяю мудрости Бога, желая Его воли превыше всего. Все, что у меня есть, дар Божий. Я говорю спасибо Тебе, Господь, от всего сердца. Если вы согласны и имеете веру,
даже когда вы чувствуете себя неспособным, помните, что с Богом все возможно. Отец, сегодня я молюсь, чтобы Твоя воля свершилась в моей жизни. Могу ли я пересечься с людьми, намеренно и стратегически выбранными Вами, чтобы вести меня в выбранном направлении? Когда я слышу Твой голос, позволь моему сердцу открыться, чтобы принять и поверить, позволяя мне отдохнуть в Твоем божественном плане. Во имя могущественного Иисуса я заявляю, что то, что истощало меня в течение многих лет, скоро исчезнет, и я с нетерпением жду значительного поворота в моей жизни. Если вы верите в это, введите 122. Давайте теперь войдем в этот момент молитвы. Господь Иисус, сегодня я предстаю перед Тобой с открытым сердцем и ясным разумом. Я умоляю Тебя, Господь, творить чудеса во всех аспектах моей жизни. Во имя Иисуса я прихожу с верой, веря, что Ты способен сделать больше, чем я мог себе представить. Я желаю ходить верой, а не видением. Господи, пожалуйста, яви Твои чудеса в моей жизни, ибо я знаю, что Ты можешь совершить невозможное, и доверяю Твоим обещаниям. Спасибо за то, что Ты Бог, который видит и понимает все наши нужды. Я приглашаю Тебя, Господь, справиться с каждой ситуацией и испытанием, с которым я сталкиваюсь. Пусть Твоя чудесная сила проявится в моей жизни и вмешается во все обстоятельства. А Небесный Отец, если я совершил какой-либо грех или затаил в своем сердце какое-либо зло, которое мешает мне испытать Твои чудеса, я прошу Твоего прощения. Сердце чистое сотвори во мне и дух правый обнови внутри меня. Я осознаю, что каждый раз, когда Ты решаешь сотворить чудо в моей жизни, Ты демонстрируешь свою непоколебимую любовь ко мне. И если в духовной сфере существуют злые силы, препятствующие проявлению чудес, я молюсь о божественном прорыве во имя Иисуса. Силой Твоего имени и драгоценной кровью, которую Ты пролил, помоги мне преодолеть все злые атаки. В Своем слове в Иеремии 32:27 Вы заявили, что Вы, Господь, Бог всего человечества, и что для Вас нет ничего слишком трудного. Воистину, для Тебя, Господи, нет ничего слишком трудного. Ты Бог невероятных чудес. Я молюсь о чудесных прорывах в моей жизни, о том, чтобы Вы открыли путь там, где, кажется, его нет. Пусть мир узнает, что Вы действительно Бог. Прошу Тебя прославить Себя в моей жизни, ибо Ты Бог чудес, Альфа и Омега, Бог знамений. Вы можете приходить ко мне каждое утро, чтобы обрести покой и силу. Есть дела более важные, чем заботы, которые иногда терзают ваш разум. Оставь свои страхи мне. Я люблю Тебя и забочусь о Тебе. Ты мой сын, и у Тебя есть все, что Тебе нужно. Примените свою веру в действие и почувствуйте себя хорошо. Вы всегда можете попросить, и я предоставлю. Не бойтесь. Я здесь, чтобы слушать, любить и направлять вас на вашем пути исцеления и выздоровления. Псалом 18:6 «Я воззвал к Богу моему о помощи, и Он услышал голос мой». Аминь. В этом стихе мы находим утешение и безопасность в силе молитвы. Это глубокое напоминание о том, что когда мы обращаемся к Богу в трудную минуту и искренне ищем Его помощи, Он не только слышит наши мольбы, но и отвечает на них. Аминь означает нашу веру и подтверждение того, что Бог внимателен к нашим мольбам. Это заявление о том, что мы доверяем Его любви и Его способности вмешиваться в нашу жизнь. Бог говорит:
я никогда не причинял тебе боли. Я не контролирую твой выбор. Я дал тебе свободную волю. Однако поговори со мной и попроси меня о помощи. Я исцелю тебя. Я восстановлю тебя. Я люблю тебя. В этой части освещаются фундаментальные аспекты наших отношений с Богом. Он не собирался страдать за нас, но благодаря дару свободной воли мы делаем выбор, который может привести к боли. Однако Божья любовь непоколебима. Он приглашает нас сотрудничать с Ним, искать Его исцеления и восстановления. В бесконечной любви Бога мы находим высший источник утешения и обновления. Иеремия 29:11 «Ибо я знаю планы, которые имею для тебя, заявляет Господь, планирую процветать тебе, а не причинять тебе вред, планы дать тебе надежду и будущее». Этот стих из Иеремии раскрывает намерения Бога относительно нас. Ваши планы наполнены благословениями и возможностями для роста, а не вредом. Он хочет предложить нам будущее, полное надежд. Это напоминание о том, что даже если мы не понимаем пути Божьи, мы можем доверять Его всеобъемлющей цели для нашей жизни. Его видение выходит за рамки наших непосредственных обстоятельств, и Он организует события и меняет сердце, чтобы они соответствовали Своей божественной воле. Мы не всегда понимаем Божьи методы. Их пути не всегда имеют для нас смысл. Но мы должны понимать, что Бог видит общую картину. Эта мудрость подчеркивает смирение, необходимое для нашей веры. Иногда части Божьего плана не совсем соответствуют нашему нынешнему пониманию. Однако этот стих призывает нас признать, что Божья перспектива гораздо шире нашей. Точно так же, как части головоломки должны точно совпадать, чтобы сформировать полную картину, Бог управляет событиями и людьми способами, которые мы изначально не можем понять. Вы можете быть готовы к тому, что Бог приготовил для вас, но кто-то другой, кто будет в этом участвовать, еще не готов. Это понимание подчеркивает взаимосвязанность планов Бога. Время наших молитв зависит от готовности других в более широком контексте нашей жизни. Возможно, Богу нужно поработать в сердце или ситуации другого человека, прежде чем на наши молитвы можно будет получить ответ в гармонии с Его божественной волей. Чтобы жить с мирным, благодарным и довольным сердцем, вы должны научиться доверять Божьему выбору времени. Пусть Бог сделает это по-своему, не пытайтесь добиться успеха в одиночку. Путь к внутреннему миру и удовлетворению лежит через подчинение Божьему времени. Это побуждает нас отказаться от желания контролировать ситуации и манипулировать ими и вместо этого поверить в то, что Божий план развернется именно так, как должен. Это доверие позволяет нам обрести покой, благодарность и удовлетворение даже в условиях неопределенности. Ваши молитвы будут услышаны, и вы прибудете в нужное время. Это мощная гарантия того, что наши молитвы будут услышаны в назначенное Богом время. Это напоминает нам, что Бог никогда не опаздывает и что Его ответ всегда точен, когда это необходимо. Молись не до тех пор, пока Бог не услышит тебя, а до тех пор, пока ты не услышишь Бога. Эта строка прекрасно подчеркивает взаимный характер молитвы. Речь идет не только о выражении наших потребностей, но и о том, чтобы прислушаться к Божьему руководству и мудрости. Бог разрешает ту ситуацию, из-за которой вы испытываете стресс. Верьте, даже если думаете, что не сможете. Это источник силы и надежды.
Это побуждает нас верить, что Бог активно работает над решением наших проблем, даже когда мы не видим решения. Наша вера позволяет нам упорствовать и обретать мир, зная, что Бог с нами на каждом этапе пути.